В эфире программа «Мы вам покажем» на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в студии боевых искусств, и сегодня мы узнаем много нового, поверьте мне. Рада познакомить вас с основателями этой студии, молодой семейной парой Гаврилом Семеновым и Варварой Афанасьевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Варвара, Гаврил, вы семейная пара. Вот интересно, открыли вы вместе, да, центр. А вот интересно, когда вы познакомились и при каких обстоятельствах это было? Расскажите немножко свою историю, да? Варвара. Давайте я начну. Наша школа единоборств функционирует с сентября 2022 года. Совсем недавно мы открылись и продолжаем работать сейчас на Короленко. У нас есть 3 филиала на 203 микрорайоне и в Триумфе. А также мы работаем, сотрудничаем с детскими садами. Что нас подвигло, да? Вообще, сами, получается, наверное, занимались, да? Да, конечно. Мы всю жизнь в спорте, всю жизнь в единоборствах, поэтому очень хотели передать свои знания деткам и с раннего возраста. Наша, так сказать, миссия – привить любовь каждому ребенку, то есть чтобы каждый ребенок полюбил спорт с самого раннего возраста. Гаврил, давайте я буду так все равно держать. Вы в любой момент можете дополнять. Хорошо? Подхватывать. Но вообще конкретно вот вы сами по отдельности, да, конкретно каким видом спорта начинали заниматься? Я начал сперва я сам из Северного Луса, Донецкого, и там начал заниматься вольной борьбой. Потом переехал, в школу-интернат отправили в поселок Амгу. Там я занимался у Нюгум Валерьевича. И потом, как переехал в Якутск, это 8-й год, уже студенческим, начал заниматься, интересоваться дзюдо. И так влюбился в этот спорт, что до сих пор занимаюсь и уже учу детей. А вы? У меня вообще очень такой забавный случай. Это все началось с 2004 года. Это год Дети Азии. Я по телевизору увидела, как девушки борются по дзюдо. Мне очень понравился этот вид спорта. И я отца попросила записать меня на дзюдо. Но он по ошибке записал меня на тэквондо. И после этого начался мой путь в тэквондо. Мой первый тренер Гаврил Модестович Сивцев. Очень хороший наставник. До сих пор мы с ним держим связь. И он, так сказать, привил любовь к спорту, именно к тэквондо. Теперь я являюсь тренером по тэквондо. Ваша студия называется «Студия боевых искусств», то есть здесь вы преподаете, да, тэквондо, дзюдо и бокс. И недавно у нас открылось новое направление – бразильское джиу-джитсу. Сейчас набираем подростков и взрослых на это направление. Ну вот я понимаю, что это все-таки разные виды спорта, да, как дзюдо, как тэквондо, как джиу-джитсу, да. Но в чем все-таки вот разница, она существенная между ними? Философия, они все входят в восточное единоборство, философия одна, похожая философия, а так, конечно, разные виды, разные искусства. Элементы, наверное, да, тоже. это дзюдо, это больше борьба, а тэквондо это больше ударная техника руками, ногами. И, они все равно похожи, как сказать, за философию больше похожи. Так они отличается. У меня вот кимоно, у нее вот добок, но по цвету люди-то не понимающие, не думают, да. Тоже разные, да? Да. У нас чуть пожестче, там у них по-другому, Оказывается, да. И страны основатели, да. У меня дзюдо основано в Японии, у него корейский вид спорта. Занимаются у вас только дети, да? Нет, не только дети. Дети от 3 лет, подростки, а также взрослые. Для взрослых у нас тоже есть. Среди кого больше популярные вот эти направления? Дети или все-таки взрослые? В основном дети, да. В основном дети. И насколько вот вы, получается, с 2022 года, да, основались, можете наглядно на своем опыте понимать, популярными ли становятся боевые искусства сегодня среди якутян?
Да, очень. Сейчас очень популярно вот из-за смешанных единоборств, там очень популярно стало. Ну и в республике самому дзюдо, тэквондо, восточные единоборства очень популярны. В городе очень много частных школ даже, и очень много людей интересуются и занимаются. И очень радует, что конкуренция растет, так как все равно здоровая конкуренция – это очень хорошо, потому что чем больше народу занимается, тем и как бы идет популяризация видов спорта. Конечный итог, да, когда вот спорт высшего мастерства, вот дети начинают уже популяризировать, и народ больше занимается, дети потом поступают, там, кто-то пойдет все равно спорт высшего мастерства, добиваться там олимпийских медалей, а кто-то все равно для себя, что спорт это мое, здоровый образ жизни все равно будет. Сегодня мы видим на занятии только мальчики. Ходят ли девочки сюда? Да, у меня в тэквондо очень много девочек ходит, но почему-то в этой группе у меня большинство мальчики. А так, где я тренирую в Триумфе, там у меня большинство девочки. И после обеденной группы тоже. Там много девочек. А часто все-таки детей, вот, скажем так, детские группы взять, да, их чаще всего приводят родители или же они сами выбирают этот вид, это направление? Как? Ну, все равно первый шаг скорее родитель выбирает, потом ребенок влюбляется и дальше сам уже начинает. Потому что ребенок все равно, ну, где-то все равно видит там, в мультиках эти, все равно сейчас же аниме популярно, там дзюдо, там тэквондо, они тоже видят, интересуются. Даже вот приходили девочки, которые там какой-то мультик посмотрели, Аниме. и там девочки, ну, какой-то дерутся, ну, тэквондо занимаются, и они вот узнали, Захотели, да. поинтересовались и нашли нашу школу и пришли. Много таких подростков, кстати. Поменяли. И она. Туль. Сет. Туль. Сет. Нет. Другой ножки потянулись. Она. Туль. Сет. Нет. Отлично. Хорошо. Обхватили пятки, легли максимально низко. Посчитает Рома до 10. Ножки выпрямляем. Назад. На прямых руках стоим. Посмотрели на потолок. Таз и ножки на одной линии. Ручки ставим перед собой. Правильно. Хорошо, если с детьми более-менее понятно, то со взрослыми, вот приходят взрослые, с какой целью они приходят? Наши взрослые, они для поддержания физической формы в основном, и чтобы научиться там самозащите. Там. Никогда же не поздно начать спорт вносить в свою жизнь, здоровый образ вести. Там. Кто-то вот интересуется, вот смешанные единоборства у нас есть, тоже начинают люди приходить, заниматься. Это из-за того же популярного UFC начинают там, люди тянуться, там, смотреть, интересно. Ну, это сейчас очень популярно, мейнстрим UFC. Сегодня мы с вами рассмотрим один прием из самообороны, когда нападают сзади. Первым делом я отдавливаю пяткой его стопу, далее затылком бью его голову, разворачиваюсь на него, бью в пах и убегаю. Мы знакомы с 2011-2012 года, да, вот, и как, ну, все равно мы в одном окружении, получается, мы в Якутске все равно тэквондо, дзюдо, они все равно как бы тесно связаны, друг друга знаем, и у нас общие знакомые, и через знакомых мы познакомились. Ну, было дело, я уехал на сбор в Монголию, и со мной были девочки-дзюдоистки, которые, ну, со мной тренируются. И мои подруги. они ее подруги. И мы как-то так, я у них ноутбук одалживал, и там общие фотки были. И увидели там Варю, да? Да, я увидел ее и начал спрашивать, кто такая там, и потом как бы... Написал ВКонтакте. В то время у нас ВКонтакте очень популярное было.
Ну, с тех пор мы начали общаться, год дружили, потом уже с 2013 года начали встречаться. И в 2021 году Да, поженились. Мария, ну когда вот Гаврил написал вам ВКонтакте, да, какая была у вас первая мысль, реакция? Ну, понравился человек, не понравился, это же у всех нас, да, так? У него не было ни одной фотографии на страничке. Да, было пусто. И меня удивило, что у нас было очень много общих друзей. И, конечно же, я у подруг начала расспрашивать, что это за молодой человек. Мне все в подробностях рассказали, что он очень ответственный, очень трудолюбивый. И я такая, так. Заинтересовалась, и уже после этого начала общаться с ним. Ну, сегодня вот вас объединяет, ну, как бы общее, да, такое дело, общий, ну, и спорт вас, да, объединяет. Вот есть такое, что очень часто вот вместе находитесь рядом, да, ну, бывает же, люди в основном на разных работах там работают, да, не видят друг друга, успевают соскучиться, да, в конце концов. У вас вот как, нету такого, что как-то слишком много внимания, слишком много времяпрепровождения вместе? Ну, мне кажется, нет. Ну, наоборот, как-то уже, да, давно что вместе уже. Мы даже 3 года в Москве жили же, и там тоже постоянно, кажется, с утра до вечера вместе вообще не разлучались. Ну, там знакомых мало, как бы, и целый год, 2, 3 года даже мы как бы от друг друга не отлучались. Но бывает момент, когда кто-то на соревнования уезжает, кто-то на сборы уезжает. Ну, вот это, да. Успеваем соскучиться. Да. Вот такие моменты. И даже сейчас вот я, то Варвара уезжает на соревнования, я здесь остаюсь, то я уезжаю с детьми на сборы, либо на соревнования. Тоже вот так. Все равно есть моменты, когда мы чуть-чуть разлучаемся, а в основном постоянно вместе. А в этой студии вас только двое, вот больше... Нет, у нас есть тренеры, да. Вот есть тренеры по тэквондо, 2 тренера по тэквондо и 2 тренера по дзюдо. И по боксу. И по боксу есть. Ну и есть еще и по джиу-джитсу тренер, и по смешанным единоборствам. А вот помимо этого всего еще есть какие-то увлечения у вас вообще? Что любите делать, куда ходить, как еще проводить время? Ну, не знаю, мы в спорте 24/7. Мы тренируем, потом идем сами тренируемся, потом опять тренируем и опять тренируемся. Вот так вот у нас каждый день как бы. А если даже у нас отпуск, то у нас отпуск очень активный, либо куда-нибудь восхождение на гору, либо какой-нибудь трип, обязательно активность какая-то должна быть. Ага, все равно, да. как спортивные люди. Ну это да? как образ жизни уже, мы уже не можем без этого. Если куда-то едем, обязательно с Надо тренировочными вещами. Да, надо исследовать все везде. С рюкзаком хожу, куда, а там у меня тренировочные вещи, кроссовки, шорты и футбол. Обязательно. Обожаем, вот, когда мы приедем на какое-нибудь новое место, обязательно с утра выходим на пробежку и 2 зайца убиваем. И тренировка, и смотрим окрестности. Посмотреть, Да. Угу. А где вот успели побывать, в каких-то странах, и какая вот запомнилась больше всего? Ну, больше, наверное, Таиланд, наверное. Там есть клуб Тайгер Мой Тай. Там тренировочный лагерь. Ездили. Ну, несколько, 3 раза где-то ездили уже. И там тоже едем не отдыхать, а тренироваться. Мы туда едем и на море там бываем только в воскресенье, там съездишь отдыхать. А так тоже едешь на сборы, то есть отдых это сбор. То есть просто нету, детей не тренируешь и просто сам тренируешь. Вот это отдых. Ага. Ну, вы сказали, что сколько? 8 лет провстречались, да? Сколько? 10 лет провстречались. Ага, и потом уже сыграли свадьбу, да? 8 лет провстречались, сыграли свадьбу. Как это происходило? Как было предложение руки и сердца? Вот вместе обоюдно пришли к этому, или для вас, Варя, был это сюрприз, может быть? Сюрпризом это для меня не было, так как мы обсуждали это и заранее проговаривали. Не было, ожидаемо было, да? Да, было вполне ожидаемо. Ну, вместе к этому шли, да? Да, вместе к этому шли. Но мы пока еще свадьбу не проводили, свадьбу, да. Расписались. Мы, только расписались пока что. Планируете? Ну да. Планируем, да.
Ну, какие дальнейшие планы у вас? Может быть, совместные, глобальные или вот прям уже осуществимые в первое время? Что? Ну, дальше вот развивать свою школу, чтобы еще больше детей вовлекать в спорт, чтобы в городе прям нас слышали, знали, чтобы дети прям хотели к нам приходить, заниматься. Ну, это первая задача для нас, чтобы популяризировать спорт, дзюдо и тэквондо в Якутске, даже в республике, можно сказать. Потому что все равно сейчас же вольная борьба №1, и хочется, чтобы тоже дзюдо, тэквондо, восточное единоборство тоже один в ряд ставить. Да, потому что у нас сейчас и по дзюдо очень много результатов. Я сам являюсь старшим тренером республики, и у нас девочки очень хорошо выступают. У нас 5 членов сборной России есть, и очень достойно выступают и защищают честь республики. Недавно на первенстве России 3 девочек стали призерками. Да. Первенство России по дзюдо. Да. Ну, они являются вот членами сборной республики и России. Ну и хочется, чтобы... моя задача, вот школу открываю для того, чтобы тоже... Я же как старший тренер, я сейчас детей учу и до 8 класса довожу. И хочу, чтобы ребята, кто выбрал уже спорт, как бы, хочу, чтобы они поступили уже в училище Олимпийского резерва и то уже с ними плотно уже заниматься, чтобы достигать высоких результатов. То есть уже воспитывать чемпионов будущих. Ну, моя цель, моя мечта, чтобы вот дети, которые у меня сейчас малыши есть, чтобы они уже до 8 класса довести их, и потом уже, чтобы они поступили в училище Олимпийского резерва и уже начали уже выступать на международной арене. То есть. Вы сказали, что вы действующие спортсмены, да? Расскажите. Ну, я сейчас тренер по дзюдо, но и как мое хобби это смешанное единоборство. Потому что я же все равно все время в тренировочном процессе с ребятами тренируюсь, сам тренируюсь. И как хобби у меня это смешанное единоборство, ММА. То есть я сам занимаюсь, вот приехал с Петропавловской-Камчатки, занял 1 место. И сейчас мы будем готовиться летом на чемпионат России по ММА. Ну, смешанное единоборство. И Варвара у нас тоже. Да, несмотря на то, что я завершила карьеру в 2019 году по тэквондо, после завершения карьеры в тэквондо я начала интересоваться другими единоборствами. Мы начали вместе с мужем тренироваться, он меня научил борьбе, базовым приемам, и после этого я начала выступать и заниматься бразильским джиу-джитсу и грэпплингом. Далее я уже начала больше углубляться и сейчас выступаю по смешанным единоборствам, так же, как и муж. И планирую в будущем попасть в самую лучшую организацию мира, UFC. И хочу стать именно первой девушкой, которая с Якутии, которая попадет в эту организацию. Ничего себе, вот откуда такое желание заниматься таким вот, я бы сказала, даже жестоким, да, по-своему, да, для зрителя, наверное, это все-таки страшно, да? Откуда такая смелость у вас, натура? Я по своему характеру очень такой человек, что, с виду можно сказать, что я такая сдержанная, скромная, но я очень люблю то, чем я занимаюсь. И единоборство – это уже как часть моей жизни. Меня даже друзья называют «ты амбассадор единоборства», потому что я полностью углубляюсь вообще во все аспекты восточных единоборств. И мне нравится этим заниматься. Я вижу, что это как бы будет частью моей жизни и в будущем Ничего тоже. Себе. Что для вас главное в жизни? Если так можно даже подумать, что самое важное, самое ценное для вас? Самое главное, наверное, это семья, здоровье. Это самое главное. И человек все равно мечта и заниматься любимым делом. Тем, что просыпаешься утром и идешь на любимую работу, занимаешься тем, что любишь. Вот это, мне кажется, это самое главное в жизни. А остальное это уже второстепенно. Я полностью согласна с Гаврилом. Вообще у нас очень одинаковые ценности. Для меня тоже очень важно, чтобы человек нашел себя.
чтобы он утром реально просыпался и шел на любимую работу и был счастлив от того, чем занимается. И, конечно же, семья. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, кто посмотрит нашу программу, да, может и те, кто захочет к вам, да, прийти в студию? Пожалуйста. Ну, хочу, чтобы больше людей вовлекались спортом, занимались спортом. Не только этим достигать там успеха в спорте, золотые медали, а чтобы поддерживали здоровый образ жизни, делали зарядку, бег, чтобы спорт... Ну, сейчас спорт все равно очень популярный, но хочется еще, чтобы больше людей занимались спортом, любили спорт, болели за ребят, которые выступают, защищают честь республики. Вот это мое пожелание. И вели активный образ жизни. Ну и приходите к нам заниматься тоже. Спасибо за внимание. С вами была боевая семейка Темпл. До свидания.